День водных ресурсов отмечают во всем мире. В свой профессиональный праздник предприятия, связанные с охраной воды, проводят различные мероприятия. Одно из них – соревнования по аэрации. Что это такое, узнаем из сюжета Галины Чекуровой. Якутский сельскохозяйственный техникум участвует на соревнованиях впервые. У Алексея Стручкова и его команды уже был опыт бурения лунок. Моя команда настроена на победу, но соперники тоже достойны. Соревнования по аэрации проводятся в столице ежегодно более 10 лет и нацелены на обогащение кислородом водных биоресурсов. В этом году площадкой для соревнований стало Талое озеро. Перед участниками стояла задача на время пробурить отверстие. На мероприятии приняли участие 8 команд. Исходное положение дается старт, и участник должен подбежать к указанному месту. Все участники, 4 человека, команда подбегает и пробуривает лунку по очереди. Каждый человек должен пробурить одну лунку до появления воды. Судьи там стоят, все смотрят, фиксируют, и все подбегают обратно в исходное положение, и получается, по последнему человеку считаем время. На территории России насчитывается около 6 миллионов водных объектов, а наиболее суммарные водные ресурсы сосредоточены в 4 регионах страны, одной из которых является Якутия. Мероприятия, проводимые предприятиями водных ресурсов республики, нацелены на просвещение молодежи по сохранению чистоты рек и озер. В первую очередь это просветительская работа наша. Мы также хотим совместить это с всероссийской акцией «Голубая лента», которая уже проводится уже 10 лет, и она была впервые проведена в городе Омске. Основная цель – это привлечение внимания, бережного отношения к водным ресурсам. Ну и вообще данное мероприятие направлено для подрастающего поколения, чтобы они в будущем обращались бережно к нашим водным объектам, рекам и озерам. Каждому жителю страны необходимо сохранить пресные воды, ведь здоровье человека зависит от чистоты воды. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск.